Крымско-татарская вышивка, ткачество, художественная обработка металла и дерева, роспись по стеклу, дизайн одежды и предметы интерьера. Все это можно увидеть в рамках выставки «Юбилейная» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франкова в Месджите. Так, Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Сабри Изидинова отметил свое 20-летие. Программа фонда была написана Сабри Османовичем, и мы стараемся, так сказать, следовать ей. И одно из направлений, которое нам удалось сейчас поднять и двигать, это ремесла. И здесь, на этой выставке, представлено возрожденное ремесло вышивки в 3 техниках основных. Плюс мы пригласили молодых деятелей, мастеров декоративно-прикладного искусства, потому что им нужно давать, так сказать, дорогу в жизнь. В экспозиции представлено более 300 работ крымских мастеров. Каждое настоящее произведение искусства. Мастера признаются, это результат долгой кропотливой работы. Наталья Добахова более 5 лет увлекается крымско-татарской вышивкой. Работу эту делала в течение 2 лет. Сложная очень композиция. И трудно давались некоторые детали. Но в итоге она закончена. Большая благодарность нашим мастерам, конечно, это не без их помощи, потому что Халиде Кипчакова – это большой мастер. Особый интерес вызывают новаторские формы воспроизведения орнаментальных композиций. К примеру, вышивальщица Венера Бекирова адаптирует старинные виды вышивки для современных изделий – сумок, клатчей, предметов домашнего декора. Баслықларға, қиыншыларға бақмадан миллетіміз аяқ үстіне тұра. Бұл чантанды орнегін яраштырғанда мен бөле пікірлерінен оны яраттым. Мына біздің тамырларымыз терен, қави, күчлі тамырлар. Баслыққа бақмадан, қиыншылықларға бақмадан біздің омыр ағашымыз қиыш қоңғыр олса да бір осып шықты. Ем Аллах қысмет етсе, Аллахның ярдымынан тікленір ве меваларын берер. Главная цель фонда имени Изидинова – развитие декоративно-прикладного искусства крымских татар, сохранение культурного наследия Крыма. Оно необыкновенно богато и разнообразно, поэтому у специалистов и мастеров впереди еще много открытий. Из 50 разновидностей ремесел, разновидностей декоративно-прикладного искусства на сегодняшний день возродили где-то 7 разновидностей. Вот этот потенциал благодаря таким обществам, как общество имени Сабри Изидинова, вот в том числе возрождается. И я хочу сказать, что это очень высокий, хороший уровень, художественный уровень. Крымско-татарское декоративно-прикладное искусство уникально своими древними корнями, богатством техник и символизмом национального орнамента. Выставка в библиотеке имени Франко порадует не только обычных посетителей, но и специалистов. Она будет работать до 13 декабря.